В зале «Фольклор русских старожилов Якутии» будут разделы о фольклоре русского Устья, Походска, приленских ямщиков, и у витрин будут необычные основания в виде бревенчатых срубов. А наверху стендов русского устья будет карта побережья Северного Ледовитого океана и макеты кочей. И, конечно, именно здесь из двух существующих версий о происхождении русско-устинцев прозвучит, конечно, основная, а именно связанная с историческим преданием, записанным у самих русско-устинцев, о том, что их предки пришли на Индигирку аж в XVI веке морским путем из Великого Новгорода, сели на кочи и приплыли, и обосновали в устье Индигирки село Русское Устье. Поражают в этих рассказах вот такие подробности. Поморы знали, что в тундре нет леса, и потому два коча, точнее бревна двух кочей, предназначались для обязательной церкви. Музею фольклора, конечно, ближе версия, основанная на фольклорном источнике, но историкам, осторожным в отношении датировок, почему 16-й, а может 17 век, им явно не хватает документальных записей в отчетах так называемых сказках первопроходцев. Ну вот нет письменных свидетельств. Но на сегодня нет веских аргументов ни против, ни за. И вот говорят, что сибирские реки, например, Яна и Индигирка в том числе, открывались русскими первопроходцами с двух сторон. С устья, то есть с Северного морского пути, и с верховьев, то есть с юга. Приплыли ли предки русско-устинцев с севера или с юга, неизвестно, но факт есть факт. Они приплыли, и приплыли они на кочах, очень прочных судах, теоретически способных выдержать и более дальние путешествия. Яйцевидный корпус кочей не позволял льдам сдавить судно. При сжатии льдинами коч как бы выскакивал из их объятий. Кочей были определенные ледокольные свойства. Носовая часть была способна наползти на лед и ломать его кромку. При нетолстом льде кочи могли расчищать себе путь. На видео, в самом деле, засняты не кочи, а реконструкции дощаников, судов для речного судоходства.